Абзира шәымаз иҳахәаԥшуа зегьы. Ҳара ишәыдаагалоу проект азырхуп аԥшӡара иацу амаӡақәа рааԥшра. Иаагозар узыршанхо аҭоурыхтә маҭәарқәа, аҩычара ахархәаратә ҟазара, амилаҭтә костиумқәа, уи иадҳәало атрибутқәа, аҵасқәа, ақьаԥсқәа. Иаҳгәалаҳаршәалоит еиуеиԥшымыз аамҭақәа раан аԥшӡара ныҟәызгоз аҳәса хазынақәа рыԥсҭазаара, нас урҭ аҟазареи амода рҭоурых аҿы рышьҭа шаанхаз атәы. Арҭ азҵаарақәа рҭак ҟалҵалоит асахьаҭыхыҩ амодельер аԥсуа костиумҭҵааҩ Ельвира Арсалиа. Есымзатә иаҳдырраҭара аԥшӡара амаӡаҿы лара иаҳзаалыртлоит ари аилкаара иаҵоу амаӡақәа ртәы. Иахьатәи ҳдырраҭара азкуп агалереиатә ҟазара. Уи акультураҿы макьана иқәыԥшо, аха убри аан аҿиара бзиан измоу хырхарҭоуп. Ҩажәатәи шәышықәсаз ауп асахьаҭыхыҩцәеи ахәаахәҭыҩцәеи рыбжьара ишьақәгыло ианалага аусеицура. Еиҿыркаауа иалагеит агалереиа аусзуҩцәа антиквар знапы алаку, аколлекционерцәа уҳәа еидызкыло аилаазаарақәа. Урҭ инарыгӡоз аусқәа убриаҟара рымҽхак дырҭбааит, анаҩс урҭ хазиго занааҭ иҟалеит. Агалереиатә ҟазараҿы зегь реиҳа ихадароу ҳәа иԥхьаӡоуп уи напхгара азҭо ауаҩы ихатә гьама, аҟазаратә жанрқәа ралԥшаара уҳәа. Агалереиатә усзуҩцәа ирдыруеит асахьаҭыхратә галереиақәеи, аукционқәеи, антиквартә ҩнқәеи шышьақәгылоу. Иара убасгьы иҩырдыраауеит аиашеи аԥаршеи. Абас ауп иҷыда цәаныррак рыҵаҵны ишеиҿыркаауа иреиӷьу ахатәи, акорпоративтәи, амузеитәи, адунеи зегьтәи коллекциақәа. Ҳаамҭазы акультуратә дунеи аҿы агәахәара ду аныҩс, аха шәалеи узаазго. Аклассикцәа руаӡәк ишиҳәахьаз еиԥш, асахьаркыратә галереиа ари иҷыду иужьроуп. Уи ауаҩы идоуҳатә ԥсҭазаара арбеиоит. Ақалақь дуқәа рҿы аԥсҭазаара ахьеилашуа акырӡа аамҭа ццакны ицоит. Ауаҩы имам алшара гьамала аԥсшьараз. Иаагозар амузеиқәеи, агалереиақәеи рышҟа ауаҩы данымҩахыҵуа, аамҭа гьаман ихигоит. Араҟоуп дарбанызаалак ауаҩы иахьимоу аҟазара ҳаракы азааигәахаразы алшара. Агьамеи, аԥшӡареи, арҿиареи ахьеицу аҭыԥқәа иреиуоу, ҳаамҭазтәи аҟазаратә дунеи аҿы еицырдыруа, ақалақь Москва еиҿкаау ҳџьынџьуаҩ Шьазина Агрба лгалереиа. Агалереиа аиҳабы Шьазина ишазгәалҭо ала, лгалереиа афилософиа хада еснагь уҽазушәалароуп иреиӷьӡоу аҟазаԥҵамҭақәа реизгара. Галерейная деятельность началась, у меня она началась с кризиса. Был такой момент, может быть, общий для многих, живущих в этом постсоветском пространстве, когда твоя старая профессия как бы уже была не востребована, новая еще не существовала, и все мы какой-то определенный кризис переживали. Известно, что достаточно банально, но чтобы преодолеть кризис, нужны какие-то идеи, у которых много смысла, потому что в смысле есть энергия, а значит есть силы преодолеть и собственный кризис. Пришла идея, я почувствовала ее силу. И созрел проект, сначала дружеский. Галерея Шьазина Яман убас еиԥш алшара ҳаамҭазтәи аҟаза дуцәа Варвара Бубнова, Владимир Андреиков, Шавкат Абдусаламов, Рустам Хандамов реиԥш иҟоу аҟазацәа русумҭақәа рцәыргаԥҵаразы. Иазгәасҭарц сҭахуп, ари агалереиа анаԥырҵаз инаркны иахьа уажәраанӡагьы хықәкы хадас иамоу Урыстәылеи, нас уи анҭаҵеи аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рӡыргара. Иаагозар Адгәыр Ӡиӡариа, Геннади Лакоба, Ахра Аџьынџьал, Алексей Шервашидзе, Константин Иналиԥа. Значит, начало было с абхазского художника Адгура Ӡиӡариа, потом, безусловно, были разные проекты, разные художники, знаменитые в России и даже зарубежные. Но самым моим любимым детищем остаются наши художники. И на сегодняшний день в галерее сотрудничает с 3 художниками. Адгур Ӡиӡариа, Алексей Шервашидзе Чачма и Константин Иналипов. Мы уже с ними несколько раз вместе выступали. Работы Алексея и Адгура
ездили на ярмарку в Монако. Это была международная ярмарка, где моя галерея выступала от страны Абхазии. Это было очень приятно. И даже не могу не рассказать, чудесный такой там факт свершился. Вдруг приехали 3 девчушки очаровательные. 2 из Бельгии, 1 из Италии, абхазки. Они просто прочитали в интернете, что вот в Монако будет выставка абхазских художников. И на радостях, ну что там студенты могут такого, да? На радостях они так обрадовались, что приехали. Ну и нам какая была радость. Такая встреча в Монако. В Монако это была такая площадка, где были галереи со всего мира. Естественно, были работы Орхола, и Альберто Бури, и Фонтана, и наши. Адгур и Леша. Из-за Алексея работ, там была вот серия такая вот Авромахия. Причем, что было интересно, учитывая, что когда-то в Монако жил и был знаменит художник театральный Шервашидзе, и рассказывая о том, что такое Абхазия, когда люди подходили на стенд, мы там как бы довольно мило шутили, что Монако для всего мира известен, крохотная, да, территория, а весь мир знает. И мы говорили, вот знаете, если Монако это такая грандама, мадам, то Абхазия, наверное, которая по климатическим условиям абсолютно такая же, да, по красоте и по климату, то если Монако это мадам, то Абхазия это мадемуазель, которую еще мало кто знает. Ну вот, и живопись она вызвала интерес. Это было, ну, скажем, разные по стилю. Но техника такая понятная, холст, масло, с умением, с таким мастерством, что удивляет на сегодняшний день Европу, надо это признать. Там, конечно, уже как-то дальше отошли, используют разные материалы. А у нас вроде бы, с одной стороны, такая традиционная техника, но темы были людям очень интересны, потому что вот эта степень эмоциональной зрелости, которая вообще присутствует на Кавказе, мне кажется, среди лучших представителей абхазцев, она тоже как-то ярко присутствует. Айгодза галерея Шазина раԥхьаӡа арт Москва захьӡу асахьаркыратә салон ду иалахәын. Ара иӡырган хҩык аԥсуа асахьаҭыхыҩцәа Адгәыр Ӡаӡариа, Константин Иналыԥа, Алексей Шервашидзе-Чачба русутақәа. Следующая была тоже ярмарка международная. Я просто хочу сказать о ярмарках, что вряд ли кто-то, ну не то, что вряд ли, нету просто у нас галерей, которые бы показывали наших художников на международных ярмарках. Это была уже Арт Москва, там уже добавился художник Константин Иналыпа. Могу сказать, что это был один из лучших стендов на Арт Москве. Конечно, тут мне Алексей Шервашидзе помогал, потому что у него очень большой опыт экспозиционера, он делает и так много красивейших выставок для другой галереи в Москве. Но стенд был, благодаря его участию, лучшим. Ихадыро, акакәны иҟан ҳазҭагылоу ашәышықәсаз ара акыр зхызгахьоу Аԥсны иамоу аԥсабаратә ԥшӡарақәа рнаҩсангьы акырӡа зҟазара ҳараку ауаа шыҟоу атәы дырбара. Урҭ иреиуоуп ашәҟәыҩҩы Фазиль Искандер, аопертә шәаҳәаҩы Хибла Герзмаа. Галерея вообще занимается мастерами современного искусства. Не обязательно, чтобы это была именно живопись или именно скульптура. Это разные области. Критерий один – мастерство и художественная ценность. Поэтому я иногда как бы собираю такие разные области искусства. Вот, например, с Хиблой Герзмана. Если галерея, значит, объявляет проект с Хиблой, то это не просто ее пение изумительное такое, но этот ее голос совершенно как даже не знаю, с чем это сравнить, как драгоценный камень, такие грани у него разные. То был вот чудесный проект в Пушкинском музее, я делала, показывала выставку камей. Это одно из самых древнейших, да, искусств на земле, резьба по камню. А еще камни твердые, прозрачные, когда берешь, у меня мастер чудесный с Украины.
и Хиблен-концерт. Это настолько вместе, гармонично друг друга дополняет, потому что опера вообще обладает удивительной способностью воскрешать какие-то образы давно ушедшие. И тут вдруг, значит, возникает идея такая скамеями. Как бы искусство, они тоже как разные грани, друг друга дополняя. Надо просто находить, что чему подходит. Кроме Хиблы, что это уже как бы не просто изобразительное искусство, а оперное искусство. В галерее проекты с писателем Фазилем Искандером. Ну, во-первых, лично я бесконечно черпаю у него и вдохновение, и идеи, и вот этот невероятно важный этический импульс. И я даже не знаю, мне кажется, что мы все ему должны. За ту радость, за то счастье, понимание, которое он дает нам. И хочу вам сказать, что то, что я начала делать, как художественные проекты с Фазилем Искандером, это только начало. Вообще, мне кажется, еще даже, все то тепло и вся та красота, которая скрыты в его произведениях, они еще не раскрыты для нас до конца. Поэтому он может быть неисчерпаем. Каждый раз, подходя близко, ты находишь что-то новое. Что удалось сделать в галерее? Я устраивала активно, участвовала и организовывала юбилей 80-летия. Была выпущена прекрасная книжка. Чудесный вечер прошел. Тоже это был в Пушкинском музее на Причистенке, литературный. Уже в этом году 85 лет ему. Значит, музей Скрябина, такая новая, очень современная, прогрессивная площадка в Москве. И тоже мы устраивали совместно с московским правительством, где министр культуры Москвы Сергей Александрович Капков наконец принес нам такой подарок, бесценный приказ о том, что в городе Москва будет культурный центр, библиотека имени Искандера, где будет его личная библиотека, где люди смогут учиться у него не только просто мудрости, гуманности, а глядя на книги, которые он читал. Мне кажется, что это очень интересно. Каждый может понять, на чем он сформировался, что он ценил, какие книги он собирал и так далее. Но что касается Хиблы, слава Богу, с помощью и меценатов, и нашими общими усилиями, она умница, конечно, в первую очередь. В Абхазии были фестивали. Но что касается Фазиля, Фазиль это, наверное, не побоюсь громких слов сказать, это живой классик и лучший современный писатель мира, живущий среди нас. И он наш, он родом из Абхазии, но такого уровня смысла, по-моему, сейчас никто не поставляет мне. Еще такой мощи гуманистическая мысль. А я считаю, что в Абхазии очень мало проектов. Абаруашьҭы жәохә-шықәса ҵуеит галерея Шазина Аԥсоижьҭеи. Аџьабаа ду зцу агалереиатә ҟазаразы ари аамҭа зынӡагьы имаҷым. Жәохә-шықәса инеиԥынкылан ара иӡырыргоит ҩажәатәи ашәышықәса анҵәамҭеи, ҩажәиактәи алагамҭазтәи стильлеи, жанрлеи, формалеи акырӡа еиуеиԥшым аҟазацәа русумҭақәа. Ихадароу ашәага-загақәа иреиуоуп урҭ аусумҭақәа рсахьаркыратә ҳаракыреи автортә ҟазареи. Ари агалереиа хықәкы хадас иамоуп еиҳаракгьы ауаа ҟазара радыԥхьалара, абаҩхатәра злоу артистцәеи, аскульпторцәеи, амузыкантцәеи, адизайнерцәеи рӡыргара. Ари агалереиа заҵәыкоуп Урыстәыла ахьынӡанаӡааӡо ицәырызго Свиатослав Никитенко иуникалтә иколлекциа, афранцыз дизайнер Этиен Буае играфика Виктор Лысаков иҿыхынӡа. Иахьатәи аамҭазы агалереиа Шазинаҿы ицәырго арт-проектқәа иреиуоуп ԥасатәи адипломат, арок-гәыԥ Вабанк анапхгаҩы Скляри, Аԥснытәи ашәаҳәаҩ Хибла Герзмаиа лвокалтә ҟазарақәа. Убасгьы аԥсуаа Алексей Шервашиӡе Чачба иҿыханӡа арҭ Монако ҩнызқьи жәеиза. Праздник ожидания праздника ҳәа хьӡыс измоу ҩажәатәи ашәышықәсазтәи алегендақәа рахь иаҵанакуа аԥсуа сахьаҭыхҩы Варвара Бубнова лусумҭақәа.
Я чуть-чуть хочу остановиться подробнее, значит, на наших художниках. Дело не в том, что я их люблю, потому что они абхазцы. Они, правда, чрезвычайно интересные. Вот если взять, скажем, Адгура, то владение рисунком и умение создать вот эту ткань, как будто он ниточка за ниточкой ткет какой-то ковер, почти волшебный, на котором вот записано все, что уже было. Он же хорошо знает историю искусств, да, историю вообще. И что еще может быть. Удивительно совершенно какое-то метафизическое пространство он создает, казалось бы, на плоскости. Но ты вдруг ощущаешь, что путь твой к знанию или к диалогу с какими-то вечными ценностями через его живопись вдруг облегчается. Надо просто это почувствовать. Или разбудить тот орган, которым обычно мы влюбляемся или любим. Что касается Лёши, вот если в Монако это была серия Тавромахия, где ему, видимо, все-таки в жизни не хватает какого-то такого очень наглядного изображения сути мужской силы, не агрессивной, а именно вот такой силы мужественной, то следующий проект уже был серии кавалеристов. Вообще давно вынашивает эту идею, посвященную Первой мировой войне. Так вот, хочу рассказать об этих ощущениях и почему я их выбираю. Когда ты рядом с этими кавалеристами находишься, да, живописными, пластическим способом, вдруг тебе дает как будто возможность почувствовать себя под защитой таких рыцарей, которые готовы защищать не просто тебя, а даже тебя, твою лучшую часть, от самого себя, от тех, кто забыл, что такое честь, достоинство, совесть, красота, в конце концов. Костя Инап – это вообще удивительное явление. Я вот думала сама, почему, откуда у него. Такой он вроде бы гудаутский парень, да, учился в Ереване, учился на Украине. А живопись у него такая же вот эмоциональная, как и была уже, может быть, в послевоенной Европе. И обнаружила я вот какую вещь удивительную. Сам процесс рождения такой же. Вот была Вторая мировая война. Столько люди всего пережили. И кто-то должен был появиться, чтобы выплеснуть эти переживания. Человеку у искусства много разных задач. Но одна из важнейших – это все-таки, как говорит наш Фазиль Искандер, это очеловечивание человека. И человеку необходимо выразить пережитое. Но вот если абстрактный экспрессионизм в Европе родился после Второй мировой войны, и нельзя не вспомнить и Альберто Бури, и Антони Таписа, то у Кости Инапа произошло в принципе то же самое. Пережив нашу войну, он, видимо, он вообще сам человек, очень экспрессивный, очень эмоциональный. Он искал способ, как это выразить, заодно помогая своим близким выразить пережитое. И, скажем, вот эта тройка для меня сегодня, с кем я сотрудничаю, и гордость моя, и особая любимая часть моих проектов, но художники они достойны. Ари галерея аҿаԥхьа аамҭа-аамҭала ауадаҩрақәа шцәырҵуагьы уажәшьҭа жәохә шықәса ҵуеит аџьынџьуаа, ашәаҳәаҩцәа, амузыкантцәа, асахьаҭыхыҩцәа, ашәҟәыҩҩцәа рзыргара иаҿуижьҭеи. Иазгәаҭатәуп уи зегь шыҟарҵо гәык-ԥсык ала, иҷыдоу бзиабарак хаарак аҵаҵан, иара агалереиа аԥшәма ишылҟазшьа ҷыдоу еиԥш. Ҳгәы иаанагоит иаарласны агалереиа Шазина апроектқәеи ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵоу амаӡақәеи рбартә еиԥш алшара роуп ҳәа ҳахәаԥшцәагьы. Завершая вот то, о чем я, может, я не успела и пожелала бы это молодым. Я, кстати, очень надеюсь, что появится кто-то, продолжающий мою деятельность. И было бы прелестно, если бы это кто-то был из абхазцев молодых. Я, например, вот в международных ярмарках уже участвую, а вот в аукционах еще нет. Это отдельная область. Было бы здорово, если бы кто-то поехал учиться, я бы могла способствовать хотя бы информацией или какими-то связями на курсы Сотбис, Кристис, чтобы мы понимали, что такое аукционы и как вообще существует современный арт-рынок и арт-бизнес. Что касается Абхазии, конечно, хотелось бы показать
по крайней мере, как минимум, тех художников, с которыми я здесь уже работаю. Потому что проекты эти существуют, они, в принципе, уже отработаны, уже понятно, как именно их делать, как показывать. И, я не знаю, можно их 3 вместе, можно по очереди. Почему? Во-первых, хочется своим людям показать, что им есть чем гордиться. Хочется увидеть реакцию, как они реагируют, насколько это им нужно, важно. Мне кажется, что это очень важно, увидеть живую реакцию. Безусловно, хочется получить признание нашего старшего поколения, но молодого особенно, потому что им предстоит все это дальше продвигать. Им предстоит довольно пока еще сложное местоположение в политической даже карте или игре, так скажем, наконец свой образ найти и понять, какое Абхазия занимает местоположение, что еще она может дать миру. Без излишнего самолюбования, но в абхазской культуре, безусловно, есть очень высокий этический уровень, который как раз присутствует у моих художников. Я думаю, что без этики никакой эстетики не существует. Почему я часто возвращаюсь к тому, что это не просто абхазские художники, они действительно очень интересны. И именно интересны они вот этим этическим импульсом. Да, они профессионалы своего дела, но часто мне в современном искусстве не хватает как раз наличия этической позиции. А у наших это есть. Это надо знать, это надо видеть, но чтобы это понять, это надо прочувствовать. А чтобы прочувствовать, это нужно увидеть непосредственно своими глазами. Не услышать, как я красиво расскажу, или как мы покажем какие-то кадры или фотографии. Это же процесс живой. И, конечно, он формирует человека, он ткет вот эту ткань культурного слоя. И это невероятно серьезная причина для развития, потому что на такой живой импульс человек как минимум захочет понять, почему ему что-то понравилось или не понравилось. Что на живые вещи идет обычно живая реакция. Поэтому, мне кажется, очень важно все-таки, но я хотела бы, это было бы интересно, важно, полезно, позитивно. И, по крайней мере, можно было бы после этого устроить такую дискуссию, обсуждение. И, может быть, даже не только в одном городе Сухуми, а продумать такой проект, чтобы провести его по всем городам. عويت التورخ وأبش سرية خد خرطو أنا يستحضر تركورجا حردرويكي خش حردروي أدوني شيء قلخو أتشر تركوردو حتورخ بزيج بلا أبش ترى آمد زكوا عشرت لا